Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости». В студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Ну а в эти дни мероприятия в честь 30-летия независимости Таджикистана проходят практически во всех учреждениях страны. Так, в филиале МГУ имени Ломоносова в Душанбе на торжественном собрании под названием «Независимость. Символ государственности» было отмечено, что государственная независимость – это бесценное благо и великое достояние народа Таджикистана. В филиале МГУ имени Ломоносова в городе Душанбе состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан. На мероприятии отмечалось, что независимость – это бесценный дар и вечная мудрость таджикского цивилизованного народа, благодаря которому Таджикистан вышел на новые этапы развития во всех сферах, и страна заняла достойное место на международной арене. Участники собрания выступили с научными докладами по различным темам. За 30 лет независимости Таджикистана мы достигли больших экономических высот. Также были определенные успехи в политической и правовой жизни. В частности, Таджикистан является полноправным членом мирового сообщества. И наши инициативы, в частности, инициатива нашего основателя мира национального единства, лидера нации об пресной и чистой воде, были признаны на мировом уровне. Открытие в Душанбе филиала всемирно известного вуза МГУ имени Ломоносова, а также филиалов других высших учебных заведений России также являются плодами независимости. Сохраняя высокий уровень и фундаментальность классического университетского образования в филиале МГУ имени Ломоносова в городе Душанбе налажена подготовка специалистов по различным направлениям, актуальных и весьма востребованных на сегодняшний день для Республики Таджикистан. Диплом Московского государственного университета – это гарантия классического университетского образования и высокого качества знаний его обладателя. К другим темам. Уникальную операцию удалось провести таджикским врачам отделения реконструктивно-пластической микрохирургии Республиканского научного центра сердечно-сосудистой хирургии. В ходе сложнейшей операции они смогли полностью восстановить ампутированную нижнюю правую конечность у маленького ребенка. В результате несчастного случая 4-летнему мальчику грозила инвалидность, но герои нашего времени, хирурги, подарили ему второй шанс. Об уникальном случае в сюжете Нигоры Рахимовой. Несчастный случай разделил на до и после жизнь 4-летнего Бехруза. Тот день с ужасом вспоминают его родители, когда, играя, ребенок рядом с домом попал под электрогазонокосилку, в результате чего ему ампутировала нижнюю правую конечность чуть выше щиколотки. Тот день был как кошмарный сон. Ребенок всегда веселый и жизнерадостный, и вдруг такое несчастье. Но мы быстро среагировали и отвезли его в районную больницу. Ехали около получаса, а страшные мысли не отпускали. Доехав до районной больницы, врачи нам оказали первую помощь и далее уже транспортировали в столицу. Здесь нас ждала бригада врачей. Не прошло и 3 часов с момента несчастного случая, а он уже лежал на операционном столе. В каждом уголке страны, во всех медицинских учреждениях есть специальные брошюры, в которых есть инструкция о том, как необходимо действовать в критических ситуациях, а также контакты столичных микрохирургов. Именно одним из контактов воспользовались врачи районной больницы Джалолиддина Балхи. Примерно в 10:30 утра поступил звонок от моих коллег из района Джалолиддина Балхи, которые сообщили о происшествии. В этот день я был дежурным врачом. По телефону я консультировал о подготовке пациента к транспортировке и о правильной консервации ампутированной конечности. Очень важно не упустить время и, конечно, чтобы в пути не возникло никаких осложнений у пациента. Учитывая его юный возраст, большая бригада специалистов была готова его принять, чтобы не допустить в дальнейшем его инвалидности. Это была слаженная работа всех врачей и моих коллег в районной больнице и нашей бригады, которая провела операцию. Операция длилась 4 часа и прошла, как уже на сегодняшний день видим, очень успешно. Путь в 1,5 часа от районной больницы до Душанбе показался для родителей Бехруза вечностью. Все это время ребенок оставался в сознании, не понимая, что с ним произошло. Ежедневно у нас принимает отделение
экстренных больных по поводу различных резаных ранах в области верхней конечности, нижней конечности, с повреждением сосудов, нервов. И, естественно, это и больные, которые поступают с полными и неполными ампутациями конечностями. Вот. И был случай, который у нас ребенок поступил с полной ампутацией правой нижней конечности на уровне нижней трети голени, с дежурными бригадами, очень хорошим темпом проводилась реплантация ампутированный сегмент, и ампутированный сегмент на сегодняшний день полностью прижился. Полный отрыв большеберцовый кост, малоберцовый кост, это проксимальный конец, а это дистальный конец вместе с стопой. В отделении реконструктивно-пластической микрохирургии Республиканского научного центра сердечно-сосудистой хирургии проводят также и эстетические и пластические операции. И хирурги отделения дарят не только второй шанс на полноценную жизнь, но и, выступая в роли творца, дарят красоту. Ведь пластическая хирургия сопредельная с творчеством, и скальпель в руках опытного врача превращается в кисть художника. Наше отделение работает на нескольких направлениях. Один из направлений – это микрохирургия, второе направление – это реконструктивная восстановительная хирургия, и третье направление – это пластическая хирургия. Естественно, пластическая хирургия еще имеет два направления – и пластические, и эстетические хирургия, которые это пациенты, которые обращаются к нам по поводу какой-то деформации или какое-то изменение, или возрастное изменение, им тоже мы в плановом порядке проводим различные оперативные вмешательства. Врач – это не просто белый халат, это каждодневный труд, это героические поступки, которые они сами называют своей работой. А для семьи Шариповых доктора отделения реконструктивно-пластической микрохирургии теперь самые настоящие герои. Ведь восстановление ампутированной конечности для маленького Бехруза – это возможность полноценно жить. Нигора Рахимова, Камол Махмадиоров. Новости. Кампания по иммунизации против коронавирусной инфекции в Таджикистане идет полным ходом. От COVID-19 вакцинированы уже более 2 миллионов граждан страны. Так, в Душанбе количество горожан, получивших вакцину, составляет 92%. Кампания по иммунизации против COVID-19 в Таджикистане идет полным ходом. На настоящий момент от COVID-19 вакцинировано 2 миллиона 10 тысяч граждан страны. 799 тысяч граждан страны получили вторую дозу вакцины. Кампания по иммунизации населения столицы страны, города Душанбе, выполнена на 92%. Напомним, что с момента вспышки COVID-19 в страну доставлено 4 миллиона 760 тысяч 740 доз вакцины. При последовательных усилиях правительства Республики Таджикистан по защите населения от этого заболевания продолжаются практические меры в этом направлении. Сегодня жители страны с чувством ответственности за охрану своего здоровья и здоровья своих близких обращаются в местные медицинские учреждения, получают вакцины от болезней и выражают благодарность правительству за постоянную заботу, особенно за своевременное предоставление вакцин против коронавируса. Согласно решению Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан, опубликованному 3 июля, вакцинация от коронавируса является обязательной для всех граждан старше 18 лет, кроме тех, кому это противопоказано. Людям, которые не были вакцинированы против коронавируса, следует обратиться к своему семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцина предоставляется гражданам страны на бесплатной основе. Зумрат Файзиева, Рано Азизи. Новости. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий в стране и в мире на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.